Сегодня разноперстная аудитория. Обычно часто бывает, что либо школы, либо садики, да, превалируют. А так у нас получается, что есть и научные представители, администрация, есть те, которые публикуют вот сухую информацию, есть даже блогеры, да, что редкость на этом, кстати, курсе, потому что обычно это все-таки идут детские сады, школы, институты, образование. Но к чему это я веду? Да? Я веду к тому, что по большому счету речь идет о том, что вы работаете в основном на госпабликах. Это прямо снимает 50%, вас это не касается, 50% вашей ответственности за то, что вы выкладываете на этих пабликах. Почему? Потому что у вас паблики, все, которые вам уже дают, они уже в готовом пакете с администрированием, уже прошли всю, как сказать, они уже прошли всю модерацию, и вам просто дают обязанность смотреть, наполнять, администрировать этот паблик. Это о чем говорит? Это говорит о том, что ваш учредитель, который предоставляет этот паблик, он за него сам отвечает. Ну вот, и получается, что если, когда мы говорим о том, что у вас уже есть подключенном госпаблике к системе ЕСИА, да, речь идет о том, что вам, в принципе, вот, в особенности тем, кто занимается по совместительству, нечего такого серьезного бояться. Буквально законодательство вот в части, то, что касается информации, информационного взаимодействия, оно всегда догоняет. Сначала происходит какое-то событие, потом ужесточение. Но так происходит, что сеть, она развивается быстрее, нежели законодатели начнут за нее как-то принимать решения. Да? Поэтому на сегодняшний день, вот даже вот если вы сейчас, ну, блогеры знают, что очень много ужесточений по информации, но госпабликов, я не хочу вас нагонять этим страхом, да, какой-то информации, которую вы в целях своей вот распространения информации, которой занимаетесь, явно не используете. Ну, вряд ли вы будете рассказывать какие-то острые, желтые новости, да, как те, кто, например, занимается журналистикой. Там немножко совершенно другая, да, хоть и информация, но подача, контент, материал, который выкладываете вы, он в основном будет касаться несовершеннолетних. Ну, вот, кто с образованием, да. Запишите, всего 2 есть закона, которые регулируют вообще какое-то отношение, да, к нормативным актам. Здесь у нас получается всего лишь, который регулирует деятельность социальных сетей, вот такой вот полноценный, он еще не принят. Есть всего 2 закона, это федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации. Вот это вот единственный закон, который в принципе что-то говорит о том, какой государство, к чему обращает внимание закон государства для распространения информации. И второй, вот, который непосредственно связан с тем, что работает большинство аудитории, это федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Казалось бы, да, вроде бы кажется, это запрещено, то запрещено, пятое запрещено, но это запрещено для тех, кто пишет на острые темы. Мы можем в этой части снять какую-то тревожность и не беспокоиться. В плане того, что госпаблик, который прошел уже как бы модерацию в ЕСИА, он уже вас защищает тем самым, что вам предоставляет готовую площадку. Теперь, особенности распространения вот, информации в социальных сетях, исходя из первого закона, да, который 149 об информации, информационных технологиях и защите информации, вы должны просто вот из него выжимки, я даже не буду их зачитывать, вам сейчас объясню, вы сразу поймете, о чем это вот интуитивно. Это информация по экстремизму. Информация по экстремизму, да, вы вот что-то вот слышите, да, что такое вот экстремизм в данном случае, да, вы не допускаете использования сайта, любого сайта, да, любой страницы, это даже, кстати, касается ваших личных страниц. Вот это вот вы можете использовать даже для тех, кто просто ведет свои личные страницы, да, потому что за этой информацией следит целый отдел.
Если вы будете, например, как какие-то даже вроде бы миротворческие вещи высказывать, да, свои мнения и так далее, не всегда это безопасно. Поэтому особенно сейчас, вот как спустя 3 года, да, 2 года, вот как это все началось, стоит в этой части немножко со своим мнением, ну, иногда перед тем, как его публиковать, подумать, потому что не всегда оно попадает под мнение. Ну, понятно, да, что экстремизм не допускается, да, потому что здесь получается, что никаких призывов даже к каким-то мирным акциям, это сейчас все попадает под эту информацию. Ну, давайте подумаем, в какой части вы можете столкнуться с этой информацией, как, например, публикующие информацию на госпабликах. Ну так примерно, у кого-то есть мысли, которые вот связаны с мирными акциями, что-нибудь такое, с антивоенными, может быть, акциями? Ничего не приходит на ум? Это помощь, там, акции всего. Вот. Мы вот это вот как раз-таки часто обсуждаем с аудиторией. Хочу обратить внимание, что вот именно в части экстремизма сейчас, смотрите, как расценивают информацию. Есть какая-то основная повестка, которая приветственна и свойственна, например, нашему государству. То есть, если мы поддерживаем, да, наших, тех, кто находится на свой и так далее, да, когда мы их поддерживаем, когда мы какие-то патриотические вещи делаем, когда мы осуществляем какой-то сбор, ну вот в садиках часто бывает, и об этом публикуем информацию, то эта информация интереса никакого не вызовет. Можете здесь не беспокоиться. Но если что-то будет с обратной стороны, или какая-то поддержка какого-то другого лагеря, какой-то еще информации, то лучше здесь предостеречь и не делать этого. Поэтому все то, что мы делаем, как сборы, там, что собирают, помощь материальную, шьют какие-то сумочки, одежду, сумки и так далее, это все, в принципе, не попадает. Все, что касается основной нашей политики, оно на это как-то не обращает внимания. Хотя, если бы вот детально посмотреть в эту информацию и какую-то другую информацию, но с другим мнением, просто даже мнением, выражением мнения, то эта информация очень опасна на сегодняшний день. Поэтому стоит ее сами себя, как говорится, самоцензура. Дальше, дискриминация. Дискриминация. Вот это вот очень интересная статья, точнее норма о том, что публиковать нельзя, да, в данном случае, в частности дискриминацию, это недопущение распространения информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан по признакам пола, возраста, расовой, национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями. Вот дискриминация, она больше, знаете, вот как бы часто возникает тогда, когда, например, кто-то не понимает язык. Такое тоже бывает. Ну, спорность вот этого вопроса, да. Кто-то считает, что все-таки, так как у нас два языка, да, в республике, мы национальная республика, то в принципе, почему мы не имеем на равных разговаривать на языке якутском и русском одинаково? Но мы же все прекрасно понимаем, что не все у нас понимают якутский язык. И вот тем носителям, которые знают на якутском и на русском, это вот слово дискриминация ничего не говорит. Но те люди, которые не понимают якутского языка, часто считают, что есть здесь какие-то нотки дискриминации. И просят разговаривать на том языке, который понятен всем. Вот это вот частый спор. Как это может касаться именно вашей работы? Ну, скорее всего, госпаблики у вас уже на одном языке. Так же, да? Либо есть национальные садики, школы, нет? Нет же? Ну, тогда пропустим, да, в этой части. Потому что, смотрите, здесь я очень легкий даю момент, да, что вы перед тем, как, например, заводите канал, но это опять-таки вашей информации тоже не касается, да, но если вдруг априори посмотрим, что вы в будущем уйдете в какой-то другой канал администрировать или будете журналистику развивать, блогерство, то вы должны просто
избегая эти моменты, просто сделать какое-то описание, в котором будет понятно. Ну, там, канал ведется на якутском языке или еще что-то, да. Никаких вопросов не будет, и аудитория будет соответствующая. Либо, если садик на якутском языке, мы понимаем, что дети ходят туда якутскоязычные. Ну, то есть, как бы тоже, да, понятно. То есть, это какой-то маленький сегмент, которым понятно. Но если вдруг в садике, например, на русскоговорящем, да, в садике или в школе, или где-то вы опубликуете материал, который будет непонятен большому количеству числа людей, но, возможно, вот какие-то вот такие моменты, они могут быть. Дальше. Следующее, это у нас выборы. Выборы. Насколько часто во время выборов вас просят опубликовать контент, который, ну, как-то, не знаю, имеет отношение к кандидатам и так далее. Сталкивались с таким? Есть, да, такое? Ну, смотрите, здесь очень важно понимать, что выборы, когда, да, там информация, которую они публикуют, и даже вот, например, о них опубликуют, да, и если она как-то не имеет какие-то нарушения, это, скорее всего, вопросы к кандидатам, которые публикуют. Поэтому, если вас просят по какой-то рабочей, скажем так, иерархии, да, по подчиненности, опубликовать какую-то информацию, разместить ее, вы должны для себя взять то, что это именно просьба кого-то. То есть вам дали это поручение, а не вы сами от лица себя как-то опубликовали. Я не говорю про то, что публикуется часто работниками, ну вот, по работе просят, да, поставить WhatsApp статусы, там, Telegram и так далее, да, ну, статусы просто. Это как бы считается, что каждый от себя сделал. Понимаете, да? Например, это обычно в студенческих коллективах бывает во время выборов. Когда говорят, что нужно обеспечить явку, нужно обеспечить интерес там, к избирателям, ну, кандидату и так далее. Да? Вот в этой части очень надо быть осторожным в плане того, что если эта информация будет как будто бы сделана без какого-то поручения, то есть вот обычно просто... почему я к ней особое внимание, да? Потому что обычно данные информации всегда пытаются там какие-то свои политические игры, другой штат начинает закрепляться, да, и тогда хотят найти крайнего, который будет вне, скажем так, статуса учреждения, да, например. Это будет либо крайний работник, либо еще кто-то. Поэтому вы, как работники, должны понимать, чтобы у вас хотя бы сохранялись скриншоты переписки, что вам дают это задание в рамках работы, а не вы сами где-то там от себя придумали. Дальше у нас идет дифамация. Это, простыми словами, честь и достоинство. То есть честь, достоинство, деловая репутация граждан, деловая репутация организаций. Вот в этой части, ну, наверное, на ваших госпабликах этого тоже нет. Это обычно, когда журналисты пишут материал о ком-то пишут, либо о каких-то событиях, и в этих событиях новостных рассказывает о том, что кто-то сделал что-то не так, и с этого начинается вопрос, чью кто репутацию, да, очернил и так далее. Но, тем не менее, вы должны понимать, что вот такие вопросы могут возникать, знаете, когда? Такие вопросы могут возникать, если бы коррекционных школ уже нет, да? Ну вот, если вот когда по аудитории бывает с коррекционных школ, со школ, где дети имеют особенности здоровья, надо очень четко понимать. Это та информация, которая защищена. Понимаете, да? То есть, если вы без какого-то, без никакой-то необходимой цели, что-то даже вот просто рассказываете о событии, и если это школа, например, с особенностями здоровья, не всем родителям это понравится, что вот эта вот публикация будет. И, скорее всего, вопросы встанут. Ну, могут встать. Но это все зависит от родителей, естественно. Так как мы сейчас, вот я сейчас перечислю, да, вот эти вот моменты, на которые следует обращать внимание. Естественно, мониторинг сети осуществляется на вопросы порнографии, наркотики, самоубийства, призыва, азартные игры, алкоголь, вовлечение малолетних в опасные всякие действия, да, информация о неприличной форме, оскорбления. Но это все массовые беспорядки, это вся информация, которая для вас и так запрещена. Вы же ее не публикуете, никто не публикует.
То есть, ну, в любом случае вы ограничены целями ваших пабликов. Поэтому мы даже на ней останавливаться не будем. Но вот самое главное, да, здесь получается, что вот это все, представляете, вот это вот все, что касается соцсетей. Государство вот только вот в этой части заявляет. Но есть, конечно, какие-то другие соцсети, как запрещенные и так далее, да, мы их не говорим. Есть лица, которые попадают в какие-то реестры, да, экстремистов и так далее. Вряд ли вы о них будете писать. Это всегда политически не, ну, скажем так, недружественные люди, да, поэтому вряд ли госпаблики об этом будут писать. Смотрите, вот то, что мы перечислили, это и есть закон. Все. То есть вы интуитивно, понимая, что вы публикуете, смотрите на эти моменты. Где-то дискриминация, где-то экстремизм, какие-то призывы и так далее. Но самое главное для тех, кто работает с несовершеннолетними. В начале учебного или садиковского года, в начале собраний, когда начинаются, взять со всех согласие родителей. Если у вас форма согласия не разработана правильно, кстати, согласие идет и на персональные данные, и на распространение информации. Распространение информации о тех событиях, где там дети, например, да, сплясали на Новом году и так далее. Это тоже информация, на которую вы берете согласие. Если у вас этой формы согласия нет, вы можете записать номер моего администратора, он вам отправит. Так и скажите, что были у Максимова Елены на госпаблике, просим отправить форму, которая актуальна с точки зрения закона. 7914, ну, WhatsApp можете написать, 1995. Это там вам отправят сразу две формы, да, вы их можете внедрить в свое учреждение, либо ее проверить с тем, что у вас есть, ну, как бы, да, на актуальность. Ну, в принципе, ничего такого сложного нет. Для чего нужно это согласие? Когда начало сезона начинается, родители мало когда, ну, сами даже о себе подумайте, вот когда в больницу приходите, вам говорят, подпишите, да, лишь бы быстрее попасть на прием, все подписали, отдали, ушли. Но по факту мы подписали самый основной документ, о котором разрешаем, например, распространять информацию о том, что происходит в садике, какие события в школе, в институте и так далее. Почему это нужно? Потому что обычно бывает такое, что когда какой-то родитель или студент, или, ну вот я пытаюсь найти моменты, которые могут с вами быть связаны, да, бывает недоволен какой-то ситуацией. Он обычно бывает недоволен, возможно, не самими действиями в этой ситуации, а своими какими-то чувствами эмоциональными. Да? И если он на этой эмоции пойдет куда-то проверяющим, контролирующим, что вот они размещают так, обычно люди начинают цепляться за все. Ну вот, все, что им не нравится, да, так, то не так ведут, то не так делают, эти какие-то не такие, все такие не такие. И вот они начинают обращаться с проверками. В результате проверок, вот как раз таки Роскомнадзор и так далее, они могут затребовать, на какой информации, на каком основании вы размещаете информацию и как у вас с согласиями о персональных данных. Это особенно по детям. Можно вопрос? У меня вопрос. Получается, у нас две организации, то есть это колледж и лицей. Соответственно, дети преимущественно у нас несовершеннолетние. И у нас при поступлении и законные представители детей, и сами поступающие, в том случае, если они уже совершеннолетние, заполняют согласие на обработку персональных данных, и в том числе на распространение фото и видеоматериала, который с ними связан. То есть это наши рекламные видеоролики, или наши посты в пабликах. И мне вот интересен такой момент. Это согласие вообще нужно прописывать, что оно дается единоразово на весь период обучения ребенка в нашем заведении? Или нужно этот момент каждый год обновлять? Ну вот этот вопрос, он конкретно не урегулирован, да, но если у вас есть там ссылка, что согласие дано на период там 3 лет образования, да, либо там на период посещения, обычно это еще в договорах бывает дополнительно, да, то в принципе ничего такого страшного нет. Но, насколько мне известно, каждый год на собраниях почему-то все равно эти согласия дают. Потому что, возможно, да, не всегда вот эти договорные, не всегда вот эти вещи, да, успевают делать в садиках. И эти согласия дают, вот маленькие какие-нибудь квиточки, да, ну, либо А4,
родителям там вновь прибывших, ну и старичков тоже туда же. Поэтому, в принципе, разницы нет, если вы взяли согласие на постоянное согласие, но его могут отозвать, имейте в виду. Отозвать можно это согласие. Я могу его дать, а потом тут же отозвать. И тут будет важно тот период распространения информации, в который я его дала. Понимаете, да? Такой вот смысл. Надо, в общем, в любом случае вот это брать. И здесь смысл не в том, чтобы взять это согласие и бесконечно нарушать чьи-то права, там везде их там, да, использовать. А смысл в том, чтобы вам облегчить себя зону ответственности. Понимаете, да? Чем больше вы с социумом работаете, тем больше вот разных людей, абсолютно разных, по-разному понимающих. Мы можем говорить об одном понятийном аппарате, а как он поймет в обратную связь, ну, вот. Дальше. Вот именно тот закон, о котором вот второй я вам говорила, да, по поводу распространения информации по детям и так далее, он устанавливает основное такое правило, да, оно как бы не основано на норме, да, права, но я хочу вас как бы призвать научиться чувствовать закон и вообще, когда что-то может быть. Может быть тогда, когда кто-то чем-то недоволен. То есть вы понимаете, да, если какой-то родитель недоволен, если какой-то студент недоволен, если родитель студента недоволен, если, ну, научных сотрудниках, наверное, кто там может быть недоволен? Вряд ли, да, но мы в основном касаемся того, что важно для основного, да, это вот обычно родители. То есть, смотрите, вот пришел родитель возмущенный, что, например, его ребенка не в том ракурсе сняли. Почему ребенок там стоит криво, почему ребенок стоит там сбоку, почему он там некрасивый, в носу копается и так далее. Ну, как бы, да. Странно на это сразу среагировать защитной реакцией, что вы нам дали согласие и как бы до свидания. Конечно, вы из этого начинаете вот этот эмоциональный всплеск увеличивать. Чем спокойнее ваша реакция, чем открытие вы к эмоциям других людей, тем проще погасить вот этот момент. Потому что родители, как правило, очень часто, сейчас особенности, бывают такие. Теперь, касаемо родителей, которые заходят в садики, в институты, еще куда-то и ведут блогерскую деятельность. Ответственность полностью на них. Но вообще, в принципе, садик и школа – это не общественное место, и вы имеете право ограничить. Ну, сказать, да, что как бы… Ну, они же могут это снимать для себя, для личных целей, и минуя как бы согласие каких-то других законов, представителей и так далее, потом опубликовать в своих соцсетях. Тогда ответственность все-таки к этому родителю. Вы должны это понимать, да? Но тем не менее, сейчас все-таки иногда, ну, как-то в этой части некоторые садики придерживаются того, что запрещают, ну, съемку там или еще что-то, да? Не то чтобы запрещают, а просят это делать как-то на мероприятиях или еще каких-то местах. В принципе, это основано на законе, потому что там находятся дети, которые не только, ну, наши, да, ну, непосредственно, но еще и другие дети. Мы их тоже должны уважать. Ну, в общем-то, вот это вот все. На самом деле, вот это все касаемо информации, да. По поводу запрещенных сетей мы говорить не будем, потому что, ну, вы их не ведете и не будете вести, пока с них не снимут такую метку, скажем так, да. И вот касаемо, ну, закона о том, что вот госпаблики, они внедрение имеют через ЕСИА, да, но вы уже это готовый материал получаете, я тоже не вижу смысла сейчас об этом обсуждать. Есть какие-то сейчас вопросы на данной стадии? Сейчас перейдем к персональным данным ближе. По экстремизму, дискриминации. Но эта информация вас никак не касается же, да? Вы же не наполняете такой контент. Ну, конечно, детский садик. В основном же события и так далее. События всегда с положительным контекстом. Доска почета, никогда нету доски позора, да, ну, то есть, если бы у нас было как бы два, если бы мы в информацию коррелировали между добром и злом и все на свете писали, конечно, бы вопросы были. Но так как в основном все госпаблики занимаются тем, что рассказывают, вот такое мероприятие произошло, вот Вовочка Иванов
первое место на соревнованиях занял и так далее, и так далее. Вот, кстати, Вовочка Иванов, который занял на соревнованиях вот в обычном, да, русле, это хорошо. Если у ребенка есть по состоянию здоровья какие-то вещи, которые невооруженным взглядом видно, я как бы считаю, что эту информацию надо немножечко, ну, смотреть на согласие родителей. Потому что не всем это, понимаете, да? Сейчас мы дойдем до того, что есть персональные данные, а персональные данные это у нас как раз-таки та информация, которой занимаются в основном все паблики, все учреждения, то есть любые учреждения, взрослые, детские и так далее. Здесь необходимость вот этой обработки, которую вот согласие вы берете, да, оно основано на чем? То есть вы через персональные данные ребенка как раз-таки можете раскрыть персональные данные родителей. Либо через родителей раскрыть данность личности несовершеннолетнего. Например, там Вовочка Иванов, сын, не знаю, там, президента России, еще что-то, да? Понятно же, о ком идет речь? Вопрос, да? У нас бывают мероприятия, да, и, допустим, есть чемпионат, ну, Обилимпикс среди юниоров, то есть среди школьников. Инвалиды. Да, туда приходят дети из коррекционных школ. И вот наш медиацентр снимает фото, видео, материалы и публикует, получается. А согласие берете до этого? Нет. Вот Нужно в данном брать, да? случае. Да, нужно, наверное, брать, да, все-таки, потому что, но опять-таки, с другой стороны, участники, которые участвуют в таких, которые участвуют в таких массовых мероприятиях, это люди, которые не скованы в том, что им немножко неловко, стыдно или что-то такое, да, у них нет таких обычно чувств, но мы не можем за всех опять-таки сказать, да, потому что, возможно, они, в принципе, пришли себя в каком-то в личностных качествах проверить там, да, как... Но здесь, с другой стороны, они не хотят прямого освещения, чтобы это было как-то выходило. Такое тоже может быть. Поэтому согласие все-таки стоит брать. И эти как бы... мероприятия у всех. Что? У всех надо брать тогда согласие. Ну, обычно же, если это спортсмены или что-то, у них же обычно какие-то они до этого бланки заполняют. Это же форму можно сделать очень легко под... Анкету и так далее. Да. Регистрация. Да. А если случайно вот городское же мероприятие проходит? А я не думаю, что на городское мероприятие участников никак не регистрируют. Все-таки... Нет, не участники, а там зрители, например. У них тоже брать что ли? Нет. Зрители, посещающие... Ну, общий план же, например. Общий план, да, снимают. То есть, смотрите, сейчас мы дойдем до информации по детям, касаемо, где они должны быть, что такое крупный план, общий план в рамках общественного мероприятия, да. Но в целом все-таки я считаю, что по по здоровью есть очень высокая как бы ответственность к нам, публикующим информацию, распространителям, создающим контент, креаторам, неважно, потому что, все-таки это такой момент, который немножко уязвимый. Скорее всего, в анкеты по регистрации надо куда-то включать дополнительным пунктом, да? Смотрите, что касается вот как раз-таки, да, фото-видеосъемки, на самом деле надо брать согласие. Общее правило. Когда не требуется согласия? Когда мы публикуем информацию о каких-то событиях, которые происходят в рамках фестивалей, мероприятий, какие-то концерты и так далее. Да? Вот в таких вещах мы не берем согласие. То есть любой журналист, корреспондент, он себя там чувствует спокойно, ходит и фотографирует. Но опять-таки, если он фотографирует крупным планом объект, у него могут быть вопросы. Одно дело мы хоровод детей сфотографировали, да, где там, хоть и лица видны, но их много. А если объектом этого только становится один ребенок или два, вот крупным планом, вопросы есть. Даже, например, в прошлом году была на Исехе один известный фотограф фотографировал лица. Вот он лица сфотографировал, естественно, таких вот ярких, красивых, да, эпатажных, так фотографировал. Потом создает, как это называется, ролик создает, да, где он пишет
ну типа вот эссе в лицах или что-то такое. И там все люди крупным планом. Как вы думаете, брал ли он у них согласие? Нет. Нет? Или, может, устно спрашивала. Вот, как раз таки, да. То есть люди же позировали, там было видно, что люди позировали. Ну, то есть девушки так станут, там как-то видно, что подтянутся, встанут, да. Ну, то есть вот устное согласие, оно тоже имеет место быть. Устное согласие, это говорит о том, что мы своими действиями выражаем, ну, то есть иногда же есть такое, да, съемку начинают, вот я, например, иногда не хочу, да, так я говорю, ой, не-не-не, там ходит какой-нибудь человек по клубу с камерой, там что-нибудь снимает, мы там где-то выложим, ой, не-не-не-не, типа такого, да. Понятно, я не выразила согласие, меня никто насильно не будет фотографировать, поэтому это тоже считается. Но опять-таки, если прямо въедливо посмотреть в этом, то, в принципе, если какой-то девушке не понравилось бы ее изображение, она могла бы раскачать этот вопрос, но более узко. Поэтому здесь такие моменты есть. Дальше, если в рекламных роликах вам позируют за деньги модели, если снимается для каких-то мероприятий, да, ну вот, это тоже все согласие не требуется. То есть, если вы оплатили за эту работу, если вы какая-то договоренность есть на рекламный материал, согласие не требуется. И согласие обычно не требуется, когда это говорится вот именно о позитивной информации касаемо победителей, мероприятий, спортивных достижений и так далее. Здесь тоже информация обычно не требуется предоставления, да? Ой, согласия. Но опять-таки надо понимать, что это все надо чувствовать по ситуации. Если вы чувствуете, что какая-то публикация, например, будет, но это опять журналистов касается, если что-то связано с негативом, да хоть вы очень нейтрально напишите, человек прочитает так, что это будет негативно воспринято. Если это касается позитивного, что-то такого легкого, праздник, торжество, да, там даже какие-то в смешных позах люди, они даже не обижаются на это, потому что это все идет о каком-то веселье, какое-то мероприятие и так далее. Ну, очень вам, большой аудитории несовершеннолетних, рекомендую очень научиться общаться с родителями, которые вот на эмоциях. Они там 2 часа на эмоциях, через 2 часа их отпустят, и за эти 2 часа они могут там наделать всяких, да, пойти там в Роскомнадзор, Роспотреб, они начинают же все раскачивать. То есть их вот так несет, что они начинают цепляться за все. В остальном, я думаю, что у вас проблем не должно быть. Вряд ли они вообще, в принципе, могут быть у пабликов. Ну, даже, наверное, даже никаких проверок у вас не было никогда, да? Роскомнадзор никакие предписания не писал. Ну, поэтому вот я и говорю, знания иногда порождают тревогу. Когда к вам приходят и говорят, есть только миллион законов, которые надо соблюдать, люди ничего делать не хотят, потому что становится страшно. А когда ты делаешь это и понимаешь, как бы, что в целом содержание у тебя в рамках нравственности и морали, то там все интуитивно. Ну, то есть надо понимать, да, черное от белого, белое от черного. Но в рамках информации именно так. Там, потому что какие-то серые полутона, они не всегда так воспринимаются людьми. Вот. И касаемо, я хотела еще обратить ваше внимание по поводу несовершеннолетних, вроде бы мы сказали. Может, есть вопросы? Может быть, есть какие-то ситуации, в которых вы сталкивались, либо что-то такого. Ну, опять-таки, о законных представителях здесь не говорим, потому что все учреждения у вас имеют родителей, да? Просто когда бывает еще, где нет родителей, то обязательно это все-таки ответственность учреждения. Коррекционные школы, ну, дома-интернаты и так далее. Там немножко по-другому. А если вот вопрос, я, например, брала интервью у детей и опубликовала на сайте, но согласия нет. Надо Но брать они свой. просто ответили. Хотели. Это их было волеизъявление, да? Но Но, к сожалению, они несовершеннолетние. К сожалению, дети до 15 лет, да, ну до 14, они
не всегда могут давать отчет в своих желаниях. И поэтому считается, что законный представитель, родитель, он должен давать это согласие. Да? С 15 дети сами, кстати, дают. Но там родители не были, они были с тренером. Они что? С тренером были, не с образованием. Ну, скорее всего, это что-то позитивное, которое не стоит сейчас бояться или чего-то, да, но в целом на будущее, да, все-таки согласие должно быть. Потому что все, что касается несовершеннолетних, а особенно если у несовершеннолетних какие-то интересные родители, ну как бы, то имейте в виду, что это такое. Ну, либо ребенок сам какой-то, да, бывают дети, которые, ну, разные дети бывают, да, с особенностями здоровья и так далее. И этот ребенок, он тоже может какие-то в отношении родителя, да, ну, вещи или что-то, да. А НВК же у нас так снимают, комментарии берут. Ну, они же вот основаны на позитивной информации все-таки. И журналисты в этой части сильно не боятся. Они как бы, для них, у них как-то цель больше не о том, как форму соблюсти, да, а о том, чтобы подать интересный материал, который сейчас актуален. Ну, там, например, не знаю, весна, коньки, еще что-то, да, там пришли и просто поснимали. Думаете, они ходят согласие берут? Нет, конечно, не берут. Но они в целом уже учатся быть уверенными, да. Ну, здесь что может быть? Здесь ничего быть не может, да. Как бы вот. Поэтому я же говорю, иногда страх и вот эти лишние знания, они сковывают человека, что ой-ой, и ему уже ничего не хочется делать. Так не должно быть. Поэтому все-таки. Вот. В принципе, у меня на самом деле все. Касаемо именно выжимки, которая интересна будет вам, которая касается вашей работы, все. Поэтому мы можем обсудить какие-то ситуации, которые возникали с точки зрения, кто прав, кто виноват у вас внутри учреждений. Может быть, даже не касаемо такой информации, которая в госпаблике, может быть, какие-то чаты или еще что-то было. И, в принципе, я готова на них ответить. Ну, либо по родителям, детям, несовершеннолетние. Вот, например, всякие ПДН, да, занимаются, приходят и так далее. О них же никто все равно не рассказывает, не пишет. Ну, много же того, что утаивается за информацией, да. Поэтому здесь вот как-то, мне кажется, вообще даже смысла нету чего-то бояться. Ну, единственное, что вот какие-то нормы морали вот, чувствовать, да, где. Ну, и вы не будете писать что-то такого негативного. Поэтому у меня в целом все. Либо мы можем закончить пораньше, либо я могу ответить на ваши вопросы. Там интересно нас слышать, нет? Ну, заработал звук, написано. Там какие-то чаты написали. Так, пропустила половину лекции, отправим запись. Угу. Можно спросить? Да, конечно. Вот такой вопрос. Вот бывает такое, допустим, в рамках профориентационной работы, да, образовательное учреждение вот приглашают школьников на экскурсию. Ага. И получается, нужно взять согласие, да? На экскурсии? Да, школьников. Они приходят на экскурсию, а вы их снимаете, имеете в виду? Да, да. Ну, Вот в том числе из коррекционных школ тоже бывает. Нет, ну смотрите, да, это же как бы событийная съемка, да? То есть в рамках, вот у вас есть деятельность, которую вы освещаете. Вот, например, да, вот у меня школа, я здесь провожу иногда экскурсии для садиковских детей. Мне хочется об этом рассказать на своем госпаблике. Я не думаю, что для этого прям нужно брать согласие, если вы никого отдельным крупным планом не будете снимать. Ну вот так вот сняли, например, да. Вот я сейчас, например, имею я сейчас право снять и куда-то опубликовать? Да. Ну вот видите, вопрос стал спорный, да? Угу. Потому что это общественное место. Да. Да. Но сюда все могут попасть? Нет. Нет. Значит, это не общественное место. То есть вы сюда прошли регистрацию, правильно? Ага. То есть вот, например, перед вот этой съемкой вы должны спросить, согласна ли аудитория на то, чтобы опубликовать материал. Угу. Спросим. Угу. Ну, типа такого, да? Но, в принципе, я не думаю, что если я так вот сниму что-нибудь, да, прямо кто-то будет против. Ну, как бы...
А если я каждому подойду и буду прямо лицо снимать там с некрасивого ракурса и так далее, скорее всего, скажут, ну это что такое? Типа. Ну, в общем, какие-то вот такие вещи, да. Но, опять-таки, если бы мы говорили если мы говорим немножко о журналистской работе, там, типа, цель оправдывает средства. Есть такие, которые прямо оценивают сразу, что мне за это будет. То есть жареный материал и его последствия, скажите, сколько это будет стоить, ну, если что, да, какой административный штраф и так далее. И иногда они даже намеренно идут на это. Это такие каналы, как НТВ, юристы НТВ прям под это заточены. Как бы, ну, там видели, да, все материалы так поддаются, что там желтое, что-то. И юристы говорят, снимай, делай, смотрят, потом говорят, ну, будет 100 тысяч штрафа. Они говорят, окей, зато мы на этом миллион заработаем. Это подход немножко другой. В госпабликах этого нет. Поэтому вот это к тому, почему они так делают, и им это можно. Они за это иногда штрафы платят. И они к этому готовы. А был такой случай, когда вы говорили, какой-то админ госпабликов в Инстаграме опубликовал, и за это его оштрафовали. Ну, потому что, ну, наверное, он в переходный период, да? Не знаю. 2021. Может быть, потом, чтобы неповадно было. Так тоже делают. Как бы. И больше даже об этом освещают, нежели есть это массово. Массовость я не слышала, что госпаблики с чем-то вообще сталкивались. Даже, я даже слышу... Я даже слышу такое, что когда это касается госпабликов, например, если это какой-то частный канал, сразу приходит требование какое-то такое типа, ну, об ответственности, да. Когда это госпаблик, сначала говорят разъяснение, как бы замечания, предупреждения и так далее. Поэтому здесь... А может вот эту вот форму отправить в чат или вот организаторам ИРПО, чтобы один раз отправили и все? А у вас есть общий чат, да? Вот Сейчас да. создавали, Чтобы кто-нибудь попросит и направит тогда, да? лучше так, наверное. Каждый человек Да. будет написывать. Либо в общую группу отправят, напишу, да? Вот. И к госпабликам очень лояльно относятся. Вообще, если в основе лежит госучреждение, да, имейте в виду, что уже снимается 50% тревоги и так далее. Потому что все-таки как-то госучреждения поддерживают, в том числе контролирующие органы. Ну, как бы разъяснительную работу ведут и так далее. Плюс у вас еще 50% снижается на том, что у вас позитивная информация, никакого негатива, никаких жареных новостей. Работайте очень спокойно. Не надо думать, что это что-то такое супер страшное. Поэтому у меня все. Есть еще вопросы? У меня личные вопросы, да? Да, конечно. Ага. Вот у меня есть школа плавания детей. Обучаю детей по плаванию, получается. И перед тем, как делаю набор, сделала набор, я у них согласие беру. Спрашиваю в устной форме, могу ли я опубликовать детей у себя в соцсетях, допустим. Но вот я хочу в ВК открыть группу и публиковать там уже детей. Ну, как бы это позитивно, но это дети, и они в плавках и в купальниках. Да, вот это, кстати, информация. Вот смотрите, все, что касается, кстати, наготы или вот, здоровье, нагота, я вообще считаю, что это очень близкие между собой вещи, да? Нагота, несовершеннолетки, здоровье, вот это все остро воспринимается. Поэтому ракурсы, да, и какие-то вот соответствующие вещи, они должны быть, в рамках, чтобы не придраться, во-первых. Это вот как касается, кстати, еще детских садов, у которых есть бассейны, школы. Школ, по-моему, с бассейнами нет, но детские сады точно есть. Там бывает такое, что родителям не нравится, да, что опубликованы дети как бы все-таки как... Если у меня есть их согласие, Если есть согласие, то все нормально.
То есть вот делаю видео, отправляю им в группу, чтобы они посмотрели, как дети их занимаются. Также для привлечения других клиентов хочу его вот развивать именно в соцсетях. Да, но не помешает все-таки выстроить коммуникацию с родителями, даже когда вы отправляете в группу, вот в общий чат, который родители, да, вы им пишете, например, посмотрите, как дети занимаются. С вашего согласия хочу опубликовать. Ну, вот даже не вопрос, просто вы их уведомляете. Как бы с вашего согласия хочу опубликовать данное видео на нашем сайте, либо еще где-то. То есть, если они не выразили на это какого-то ответного нет, пожалуйста. Ну, либо согласие на постоянной основе. Письменное, не устное. Потому что, я же говорю, родитель сегодня такой, завтра встал с не с той ноги или что-то не так, и начинается. Чтобы такого не было. Ну, как бы снижать, минимизировать риски. Ну и вот, естественно, дети в плавках и в купальниках тоже, да, конечно, где-то издалека, отдельного ребенка одного нет. Но все равно это, вы же их не оденете, чтобы снять съемку. Поэтому нормально, да, в принципе. Но все равно вот к детям это очень надо осторожно. Особенно вот бассейн и так далее. Все-таки как-никак. Потому что вы еще через призму профдеформации смотрите. Ну, вы привыкли их видеть всегда в купальниках, в плавках и так далее. Но когда это выходит за пределы вашего кружка, опубликовывается, там сидят разные люди на той стороне, непонятные, да? И вот их закон пытается защитить, вот этих, оберечь этих детей от вот таких вот непонятных людей, которые на это смотрят какими-то странными глазами. Ну, я специально не говорю, о чем речь, да, но вообще в целом, понимаете, да? Ну, типа не растление и так далее, вот эти статьи, вот как-то это. То же самое, смотрите, бывают вот случаи, вот недавно был случай, кстати, я не знаю, чем он закончится, я не выражаю никакого согласия к этому, да, ну, например, я очень часто слышу споры, когда тренер, либо танцор, либо кто-то выражает там касаемо фигуры, но он смотрит на это тоже другими глазами. Там, ой, у тебя такой рельеф, ой, у тебя нога длинная, короткая шея, короткая голова такая. Вот мы это слышим, и нам кажется, о, ужас какой-то, да? Но когда вы занимаетесь, например, балетом и так далее, если вы девочку приведете в балетную школу, по ней так пройдутся, ноги короткие, нога такая-то и так далее. Но это будет с точки зрения профессионала, как бы, оценки. Гимнастика то же самое. И вот эти вот вещи надо понимать, что понятийный аппарат у профессионала это один, а когда вы это в общую массу где-то озвучиваете, пускаете, там совсем по-другому на это смотрят. Понимаете, да? Ну, либо мне, например, мне мама говорит часто, ну, конечно, ты юрист, ты профессионально на это смотришь, а мы обычные люди, ох, ах, типа, охаем, ахаем, ужас, кошмар. Ну, как бы, да? Потому что я всегда говорю, ну, ничего же не случилось, типа. Обычная жизнь случилась там что-то. Нет, это ты как-то смотришь не так. Ну, у меня профессиональная деформация. Ну, как бы, да? И убирать из события эмоции. Ну, то есть оставлять сухие факты. Ну, типа такого. Но журналисты так не делают. Журналисты наоборот. Вот это вот, что-то произошло, они это 10 раз преувеличат. Ой-ой-ой. Потому что у них цель другая. Вы понимаете, да? Вот это надо научиться понимать. Все равно всем не угодишь, но где-то вот. Вы же тоже как профессионал должны показывать, да, что, чем вы занимаетесь, как уроки проходят. Почему бы и нет? Но только надо немножечко вот почувствовать вот этот вот момент между, где вы профессионально, а где вы именно уже как контент-мейкер создаете. Понимаете, да? Либо я контент создаю. Естественно, у меня конфиденциальность во всем. С доверителями и так далее. Есть очень интересные моменты, которые вот хотелось бы, может быть, озвучить. Но нет, все-таки превыше профессионально. Ну, значит, как бы нет. Понимаете, да? Смысл такой. Поэтому надо научиться чувствовать профессию, чем вы занимаетесь непосредственно. И с кем вы имеете. Кто обратная связь. Если родители, это держитесь. Так что у меня все.